Впервые в России гей-парад в Сыктывкаре. О, Господи! Придут адекватные ребята, без рогов, без хвостов. Драка во время съемок. Это на камеру не сработаешь, да? Почему власти запретили проводить такое шествие? Это запрещенное мероприятие. Как председатель Госсовета Игорь Ковзель Не ждали, называется. намерен защитить жителей страны от нежелательной пропаганды. Идет толпа совершенно непонятных мужиков. Просто как минимум противно смотреть. И каким советом стоит прислушаться людям с нетрадиционной ориентацией? Подобное мероприятие можно проводить на территории, может быть, пляжа. Смотрите через несколько секунд. Новость о гей-параде стала, пожалуй, самой обсуждаемой темой в СМИ на этой неделе. Так называемого гей-парада не будет. А некоторые пошли дальше. Юные сыктывкарцы изучали мнение горожан. И сейчас мы пойдем и спросим, что думают сыктывкарцы о проведении этого гей-парада. Организаторами шествия оказались сыктывкарские представители движения «Другой взгляд», сообщество секс-меньшинств, преследующих общие цели. Они решили дать волю своим эмоциям, мол, дискриминируют их, и с этим надо как-то кончать. Каким-то образом все равно какими-то жертвами это нужно доказывать людям и показывать, что вот мы есть, и мы точно такие же люди, как и все остальные. В шествии должны были участвовать около 20 человек, в том числе представители из Москвы и Архангельска. Первый санкционированный гей-парад получил широкую поддержку в очень узких кругах. Я, как председатель Либертарианской партии России, считаю, что государство, правительство, власть в той или иной степени не имеет права запрещать данную акцию. И акция должна быть проведена, потому что люди желают этого. Организаторы направили письмо в администрацию города Сыктывкара. В рамках недели против гомофобии решили провести гей-парад. И, к своему удивлению, активисты получили положительный ответ. Но на самом деле разрешения не было. Это вот двойственное толкование так называемых функционеров так называемых гайд-парков, где требуется согласие или не требуется согласие. В проведении такого шествия организации было отказано. Есть же вещи, которые мы не можем, так сказать, рекламировать, пропагандировать, да, такие как терроризм, там еще что-то. Мы сейчас поднимаемся на площадку, где видно, как на ладони, весь парк Мичуринск. Местом для проведения гей-парада оказался Мичуринский парк, практически в самом центре Сыктывкара, под стенами церкви евангельских христиан-баптистов. Эта новость не могла не шокировать верующих. Я хотел бы этих людей, которые считают, что это правильная позиция, жизненная позиция, просить, чтобы они покаялись в своих грехах, изменили свой образ жизни. Поддержали евангелистов и представители Русской Православной Церкви. Письмо о запрете проведения гей-парада руководство Сыктывкарской и Воркутинской епархии направило мэру Сыктывкара. Такое шествие Православная Церковь считает греховным деянием. Отношения между мужчиной и мужчиной не могут, между женщиной и женщиной. Об этом пишет сам текст Священного Писания. Ну и, конечно, отстаиваются нравственные ценности, прежде всего, семья, которая должна состоять из мужчины и женщины. Организаторы парада привлекли бы внимание не только взрослых, но и юных сыктывкарцев. Рядом спортивный комплекс «Северная Олимпия» и здание школы искусств. Вот наше гигантское расписание, указаны все классы. Занятия в школе искусств после весенних каникул начинаются в выходные, и в день парада здание бы не пустовало. Педагоги до сих пор обеспокоены. Какие бы они ни были там убежденные люди со своей стороны, вот эти представители, граждане так называемые, я сначала к ним обращаюсь, что вы тоже, наверное, будете иметь детей или их имеете, и мне вот эти все фокусы ваши совершенно непонятны. Я думаю, что вы не хотели бы, чтобы ваши дети продолжали ваши традиции. Сами горожане высказывают свое дикое недовольство. Господи! Это этим делом занимаетесь? Нет, мы хотели бы узнать ваше мнение просто. Господи, что за парни такие? Нет, конечно же. Ну. Как вы к этому относитесь? Отрицательно. Я вообще-то шахтер. Смотрите далее. О, Господи! Драка во время съемок. Это на камеру не сработаешь, да? Почему власти запретили проводить такое шествие? Это запрещенное мероприятие. Как председатель Госсовета Игорь Ковзель Не ждали, называется. намерен защитить жителей страны от нежелательной пропаганды. Идет толпа совершенно непонятных мужиков. Просто как минимум противно смотреть. Смотрите в эфире прямо сейчас. Мэр Сыктывкара Иван Поздеев за 2 года своей работы не припомнит такого количества звонков в его приемную. Телефон разрывался от звонков горожан, возмущенных предстоящим событием. На неделе мэрия официально запретила проведение парада, выпустив официальную бумагу. Администрация, рассмотрев все документы, так сказать, выявив
целый ряд и технических, и организационных, и различных ошибок, приняла решение, что никакого этого мероприятия проводиться в Сыктывкаре не может. В отправленной заявке в мэрию фигурировало имя несовершеннолетней сыктывкарки. Кристине всего 16 лет. Инициировать шествие можно с 18. Я на самом деле не принадлежу к ЛГБТ, но у меня очень много друзей среди ЛГБТ-сообщества, и мне просто не нравится, что такая сейчас ситуация, что их избивают, выгоняют с учебных заведений. То есть недавно случай был, с Пушкинской гимназии выгнали. Организаторы очень грамотно составили заявку. Позже выяснилось, юридическую поддержку оказывал всем известный в Республике Коми правозащитник Эрнест Мезок. К нему лично я подходил, узнавал юридические моменты, вот честно скажу. Но Мезок не был заявки. Какой смысл набожному, консервативному человеку, тем более, во-первых, он правозащитник, он должен как-то помогать. В мэрии не исключают, организаторы могут провести 31 марта несанкционированный митинг. Официально от активистов ЛГБТ-сообщества уже появилось заявление об отмене события. Это запрещенное мероприятие, и здесь о беспредельности речи идти не может. И правоохранительные органы предпримут все необходимые меры для того, чтобы, так сказать, был соблюден весь порядок. Лидер республиканского движения «Рубеж Севера», он за традиционные отношения в обществе, готов еще раз закидать яйцами участников несанкционированного гей-парада. Мы приготовили вам парочку сюрпризов. Во время съемок нашей программы Алексей Коллегов эмоционально показал позицию сторонников его движения. Я тебя посажу, с***ка, на Я тебя посажу. Ну, перестаньте, пожалуйста. Вы знаете, это не первая попытка гомосексуалистов выйти на гей-парад в Сыктывкаре. Мы будем пресекать их вот эти все выходки. Ну посмотрите, стоит девушка, посмотрите, стоит молодой человек. Ну что он может сделать плохого, какую пропаганду, зло, ненависть он несет в городе? Он будет стоять с плакатом и всего. А этому человеку, не дай бог, этим людям череп проломят. Председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель предложил геям: снимите ночной клуб и подтягивайтесь там всю ночь по полной программе, никто вам не будет мешать. Игорь Ковзель предложил оградить подростков от вредной и в то же время ненужной информации, установить меры ответственности за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Сейчас один из комитетов законодательного органа разрабатывает предложение, которое можно направить в Госдуму. У нас существуют сегодня определенные семейные ценности, которых мы придерживаемся, большинство людей, которых придерживается. И не хотелось бы, чтобы в них вторгались другие люди, которые считают, что у них эти ценности по какой-то причине лучше. Новость о гей-параде в Сыктывкаре, конечно, взбудоражила всех. И сейчас в споре, кто победил, можно судить. Общественность поставила жирную точку в борьбе за нравственность. Знаете, что скоро, 31 марта, у нас будет проводиться первый в России, санкционированный гей-парад?